Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это Якутия-24. Новости в прямом эфире. В студии Влад Давыдов. Смотрите сегодня. Цифры дня. Сколько человек заболели коронавирусом за последние сутки в республике? Ковидные бригады. Под таким названием в Якутске на базе городских поликлиник созданы группы. В каком режиме работают там врачи? В связи с ухудшением судоходной обстановки на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях изменится маршрут перевозок. В республике выявили за сутки 190 случаев COVID-19, из них в столице 106 случаев, в Амгинском районе 10, в Мегино-Кангаласском, Нюрбинском районах по 9, в Вилюйском и Ленском районах по 7 случаев, в Алданском, Нерюнгринском районах по 6, в Намском районе 5 случаев, в остальных районах от 1 до 4. Летальных исходов 2. За сутки лаборатории республики провели 6332 исследования на коронавирус. В Якутске на базе всех городских поликлиник создали так называемые ковидные бригады. Врачи в них находятся на передовой борьбы с коронавирусом. И, как говорят они сами, главная задача – не пропустить вирус дальше. О буднях ковидной бригады наш корреспондент Александр Хавренко. Ежедневно врачи из так называемых ковидных бригад выезжают в среднем на 30-40 вызовов. Перед каждым выездом они облачаются вот в такие костюмы индивидуальной защиты, перчатки в 2 слоя, специальные очки. Мы проехали всего 3 вызова, и, честно сказать, в этом костюме не очень комфортно. А врачи работают так с раннего утра и до позднего вечера. Мы же первая смена. Мы как бы с утра приходим с 8:30, и вот до 8, до 9 работаем. Вторая смена к часу где-то приходит. Они вот до 12 ночи. Где-то после 12 уходят. Пока все вызова тоже обслужат, пока все напишут. Пациенты с температурой, вызова с температурой. То есть мы сразу берем на месте мазок, осматриваем, открываем больничный лист. Первые 3 часа рабочего времени врачи ковидной бригады собирают вызовы, обзванивают ранее обратившихся, а в 12 часов врачи направляются в бой на борьбу с коварной болезнью. Маска, халат, перчатки. Каждый прием и обход – игра с огнем. Девушка 91-го года с температурой. Как утверждает наш герой, число вызовов выросло в десятки. И тут главное – время. Успеть помочь, выявить и предотвратить. Поликлиника. Нос дышать могу, он как будто не заложен, но очень больно дышать. И когда вдох делаете, да, когда вдыхаю. И запахи не чувствую. Сколько дней пропало обоняние? Дня 2-3, наверное. Я слышала указания. Когда все вызовы отработаны, врач и водитель едут в грязную зону на дезинфекцию, где наконец-то можно снять защитный костюм, очки, респиратор и, наконец, глубоко вздохнуть. Во-первых, простужаешься, потому что паришься в этом костюме. Я вот за время в бригадах тоже сама несколько раз у меня ангина была. Горло болело, потому что паришься в костюме, бегаешь на этаж, распаренный, выходишь на холод, потом в машину, потом долго стоишь у ворот, стучишь иногда, не можешь дозвониться, особенно в Мархе, к примеру, да. То есть вот это вход-выход, вот это для здоровья очень. А так я уже привыкла к костюме. Одним осмотром больных работа врача не ограничивается. Возвращаясь в поликлинику, Наталья принялась за документы, ввести данные, симптомы, следить за результатами анализов, оформить больничные. И, казалось бы, в мирной жизни такая рутинная работа сейчас отнимает много сил. Это врач. Вы мне, пожалуйста, отправьте ФИО всех, кто дома с вами проживает. Сегодня же должны мазки. Ага, сейчас прямо с датами рождения, хорошо? Ага, спасибо. В перерывах между приемами больных обязательный обзвон тех пациентов, которые лечатся дома. И даже свой единственный законный выходной в неделю врачи ковидных бригад не могут толком отдохнуть. Ведь от пациентов все время приходят звонки и сообщения. Но больше врачей беспокоит не это, а тот факт, что есть еще люди, которые не до конца осознают опасность этой болезни. Он очень коварный. Не надо относиться так легкомысленно, ходить без маски, не бояться, да? Потому что заболеть может каждый, абсолютно. И поймать этот вирус можно везде, где бы ты ни был.
Обязательно соблюдать режим, носить маски, перчатки, обрабатывать руки, мыть руки часто, да? Это обязательно. Стараться лишний раз не ходить туда, где много людей, где скопление народа. Особенно для пожилых это опасно. Ладно, молодой принесет в семью, но в семье у всех есть бабушки и дедушки, которые могут не пережить этот ковид. Как признается Наталья, после смены сил не остается ни на что. И даже разговор дается нелегко. А у многих врачей семьи, дети, которым тоже нужно уделять время, заниматься домашними делами, решать житейские проблемы. Мы стараемся меняться. Я, например, сейчас, вот сегодня у меня 1,5 месяца я отработала сейчас, да? С завтрашнего дня выйдут другие врачи. Я уйду в поликлинику, то есть в участковую службу. Потому что иначе здесь все время работать тяжело, все время в бригадах. Мы меняемся. За каждым выздоровевшим пациентом литры пролитого пота и крови, бессонные дежурства и изнурительный график. На этой войне с вирусом не раздают ордена и медали. А главный итог этой схватки – спасенная человеческая жизнь. От врачей, медсестер, санитаров и даже пациентов, а еще от нас с вами зависит, как завершится это сражение. Александр Хавренко, Павел Пахомов, Якутск. Медицинские и иные работники, оказывающие помощь больным с коронавирусом, а также занимающиеся диагностикой ковид, с ноября начнут получать социальную поддержку в зависимости от количества отработанных смен. Новый порядок, утвержденный премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, принят сразу до конца 2021 года. Он заменит действовавшие до сих пор 2 постановления, регламентировавшие стимулирующие выплаты. С 1 ноября выплаты будут производиться ежемесячно по сумме нормативных смен. Врачи, средний и младший медперсонал выездных бригад скорой помощи за смену будут получать 2430, 1215 и 950 рублей соответственно. А их коллегам, работающим в стационарных условиях и патологоанатомических бюро, оплата за смену установлена в 3880, 2430 и 1215 рублей соответственно. В понедельник предприятия торговли общепита, сферы услуг площадью свыше 400 квадратных метров будут закрыты на дезинфекцию помещений с 8 утра до 12 часов дня. Сегодня с 8 до 12 также на сануборку были закрыты предприятия площадью до 400 квадратных метров. Напомним, указ об обязательной дезинфекции с закрытием объектов был подписан главой Якутии Айсеном Николаевым. Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о порядке формирования Совета Федерации. Нормативный акт подготовлен в развитии одобренных россиянами поправок к Конституции. Законопроект расширяет перечень оснований для прекращения полномочий членов Совета Федерации. В частности, основанием для отставки могут стать недостоверные сведения о месте проживания сенатора или о наличии у него вида на жительство за границей. Законопроект вводит статус также пожизненного члена Совета Федерации, которым можно стать за особые заслуги перед страной. Ряд положений регламентирует избрание сенатором экс-президента России. Для попадания в Совет бывший глава государства должен подать заявление в течение 3 месяцев после прекращения его полномочий. С 1 ноября оформить электронное извещение о ДТП смогут все россияне. Оба участника должны быть зарегистрированы на портале госуслуг, и хотя бы у одного должно быть установлено приложение «Помощник ОСАГО». Сервис также станет доступен для юридических лиц и в случаях, если между участниками ДТП есть разногласия. Ранее услуга была доступна только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане. На паромной переправе Якутск-Нижний Вестях изменится маршрут перевозок. Об этом сообщили в региональном Минтрансе. В связи с ухудшением судоходной обстановки и ввиду активного ледообразования на реке Лене перевозчиками вводятся в работу тяжелые буксиры. В ближайшее время перевозки будут осуществляться по маршруту Якутск-Техтюр через Даркылах. Спецодежда для рабочих подразделений «Алроса» теперь хранится в одном централизованном складе. Более 2000 комплектов. За каждым следит кладовщик-работник Виктория Гнутова. Как найти нужное в огромном количестве вещей, она рассказала нашей коллеге Анне Брянской.
Ни куртки от Гуччи, ни брюки от Прада. Здесь лежит спецовка для всех работников подразделений компании. От обуви на любое время года до верхней одежды. За порядком на складе следит Виктория Гнутова. В конце рабочего дня желающих получить спецодежду мало, поэтому у кладовщицы Виктории с напарником Максимом есть время отработать заявку на следующий день. Даже в спецодежде у работников есть свои предпочтения. У них есть выбор. Либо они могут, люди, некоторые любят валенки, кто-то предпочитает, кто-то сапоги, они выбирают. То есть мы на выбор предлагаем. Если он приходит, говорит размер, и мы ему по его размеру показываем выбор, который мы можем ему предложить. Кто-то принципиально носит валенки. Девочки тоже носят валенки, особенно в Ирылях. Любят валенки. Там холодно, они постоянно на улице. Такой подход не смогли не заметить работники Мирнинского обогатительного комбината. Не просто сказали Виктории спасибо, отблагодарили в корпоративных чатах. Кладовщик несколько раз меняла размер одежды, не ленилась и ходила, подбирала по размеру. Обычно кладовщики особо не церемонятся. Столько людей, для всех не набегаешься. А тут даже неудобно было, что она несколько раз ходила, подбирала все. Спасибо за организацию работы. У каждого работника есть свой стандартный набор спецодежды. Водителям достаточно брюк, куртки, ботинок и термобелья. А вот шахтеров нужно одеть, начиная с нижнего белья, заканчивая касками. У нас даже есть расчески, платочки. Очищающие пасты, крема, то есть очищающие пасты, которые пользуются перед работой, пасты и крема, которые пользуются после работы, гели для душа, антисептики, средства от комаров у нас есть. Ну все, мы обеспечиваем полностью всем. В этом году этот склад стал централизованным для всех подразделений. Когда всю спецодежду свезли в одно место, кладовщик с коллегами схватились за голову. Но уже через пару месяцев навели порядок. За целый день, признается Виктория, бывает и не присядешь. Мальчик работает, а девочка руки в брюки. Руки в брюках у Виктории Гнутовой бывают редко. С напарником всю работу делят пополам. И мешки со спецовкой таскают, и заявки вместе формируют. Она не напрягает, не гоняет. Она со своей работой сидит, например. Я ее не трогаю. Я делаю свою работу, плюс людей обслуживаю, пока она во время отчеты готовит. А отчеты Виктория любит меньше всего. Для девушки куда приятнее живое общение с людьми. А тут и зима на пятки наступает. А это значит, что на подходе фуры с новыми комплектами и вереницей желающих получить свой размер. Анна Брянская, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Таковы новости к этому часу. Будут еще ближайшие эфиры в 3 часа и в 6 вечера. Оставайтесь на Якутии 24. Будьте здоровы.